Перевернул, и снова 3 сентября. Что ж, в эфире главного национального канала передача «Новый день», и с вами Максим Гоголев. Что ж, сегодня мы будем затрагивать одну сугубо тему музыкальную, и об этом мы будем разговаривать именно с теми людьми, которые об этом кое-что знают. Хотим напомнить, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. На этот номер вы можете отправить свои поздравления своим близким, друзьям, либо какой-нибудь вопрос нашим гостям. Что ж, традиционно начнем наш эфир с погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы 6 плюс 9, днем плюс 17 плюс 20. Заречье плюс 8 плюс 11, днем плюс 13 плюс 18. Южные Улусы плюс 5 плюс 7, днем плюс 20. Вилюйские Улусы плюс 12 плюс 13, днем плюс 15 плюс 20. Нижнеленские Улусы плюс 10, утром было, и днем плюс 16 плюс 17. Западные Улусы плюс 11 плюс 12, днем ожидается плюс 15 плюс 22. Колымо-Индигирские Улусы плюс 5 плюс 8, днем плюс 5 плюс 14. Янские Улусы плюс 2 плюс 9, днем плюс 5 плюс 15. Северо-западные Улусы плюс 5 плюс 10 и днем плюс 8 плюс 14. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 6 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, днем ожидается плюс 20 плюс 22 градуса. Что ж, и сразу давайте перейдем к первому гостю на тему продвижения в музыкальной индустрии. И с нами на связи Валерий Никифоров, компания Колджак, менеджер молодого артиста из Якутии Яна Хоплиса. Привет! Всем привет! Привет, Максим! Ага, привет! Валера, скажи, где ты находишься? Я в Санкт-Петербурге. Передаю вам холодный привет. Ну что ж, Валера, расскажи, что такое продвижение артиста, чем оно полезно? Ну смотри, продвижение артиста и сам продукт, музыка, да, это как бы два элемента, которые необходимы, чтобы добиться результата какого-то. То есть ты делаешь музыку, и ты должен сделать так, чтобы люди услышали об этом. Я, допустим, Яну помогаю, просто от души помогаю, чтобы максимально все это грамотно выглядело, все это делать правильно, красиво. Все это мы вместе упаковываем, думаем вместе над идеями. Сейчас пишем альбом осенний. Он будет повзрослее, живой музыкой. Ну, как-то, то есть принимаю активное участие в производстве самой музыки. Ну, то есть, получается, да, артисту недостаточно просто хорошо петь и тем более придумывать там какие-нибудь классные песни. Нужен именно человек, который все это продвигает и расставляет все правильно на точке И. Нет, не обязательно кто-то должен быть. Он и один может это сделать. Просто у нас так сложилось, и тут мы по музыке совпали, как бы такой симбиоз получается. Как бы все само собой идет. Это не обязательно, но сам музыкант тоже может продвигаться, тем более сейчас есть интернет, YouTube, ВКонтакте, Инстаграм. Достаточно сделать хороший трек, там, хорошо снять видео, и ты уже можешь популярным родиться. Ну, то есть проснуться на следующий день. Ну да, это было бы здорово на самом деле, да, если есть такая цель. Скажи мне, как выглядит сейчас современная русская эстрада? Ну, не эстрада, давай так, музыкальная индустрия. Ну, давай. Я скажу так, она очень сильно растет. Сейчас очень много анализирует российский рынок, и вот за 2 года на 58% выросло уровень капитализации. И пришли новые агрегаторы. Spotify недавно пришел на российский рынок. Это говорит только о том, что в ближайшие 10, 20, 30 лет будет сильный рост. То есть будет больше денег, будет больше движухи в индустрии. Вот, это 100%. Немного расскажи о Яне, как вы переехали в Петербурге, да, вы живете, получается? Ну, или по в идее, Москве? работаем в Москве. Просто я в Москве, да. Как сам вас нахожусь. встретила Первопрестольная? Да. Ну, Москва хорошо встретила, всем интересно, все открыты. То есть Москва хороша тем, что там очень много возможностей. И все как бы, все лояльны, вот просто одним словом, я так скажу. Все очень тепло нас приняли. Ну, то есть в своих кругах, получается, да, ну и впоследствии в широких кругах вы уже будете достаточно популярны. Ну да, в этом году, в конце года по-любому.
после выхода альбома. И я, давай вот так, воспользуюсь моментом. Нам очень важна вот якутская поддержка вообще наших ребят, вообще Мгм. из Якутии, потому что а, мы будем, в этом новом альбоме у нас будет много такого, знаешь, немножко популяризация якутской культуры, мы используем инструменты якутские, Мгм. вот, хотим это, какой-то современный звук этому придать. Мне кажется, это всему миру интересно, и было бы очень кстати поддержка своих. Ну, обязательно. Будущее музыкальной индустрии России, как она будет выглядеть? Ну, будет, сейчас смотри, сейчас очень много независимых команд выходит на большую Мгм. сцену, такие творческие объединения разные по всей России, и из Уфы, там, да, из Казани, из Якутии, из СНГ, Казахстан. Очень много независимых молодых ребят, и они выходят на большие уровни, потому что сейчас все стало более доступно. Можно попасть на цифровые площадки, там можно зарабатывать. Они делают сами уже видеоклипы качественные, дорогие, да, то есть на уровне больших артистов. Сейчас, короче, новая такая волна артистов, Мгм. независимых будет как бы в России рулить. Ну да, получается, со времен Джастина Бибера, да, скажем так, это парень, который просто показывал себя на Ютубе, потом им заинтересовался, по-моему, Уилл Смит, да, и после этого он как Да. бы стал заниматься его продакшеном, и впоследствии Джастин Бибер сейчас такой, какой он есть. Скажи мне, как нам, нашим якутским артистам, продвигаться, чтобы дойти до государственного уровня, а возможно даже и до мирового? Ну, надо оставаться собой по-любому. Мгм. И мы уже сами по себе интересные, как, ну, нас мало очень, и наша культура, она сама по себе априори очень интересна миру. И нам просто нужно работать над звуком, над качеством, над оборудованием, заморачиваться в звуки, какие-то нестандартные решения придумывать, применять это как-то, то есть, опять же, нашу культуру как-то в более современный лад, не знаю, там, показать, визуализировать. Ну, то есть, мир на ладони, по сути. То есть, наши якутские музыканты, артисты имеют очень большие шансы, и они очень конкурентно способные, потому что у нас уже как-то, не знаю, в крови, слух, да, как-то более развит, не знаю, так Мгм. кровь как-то играет. Это все замечают, вот приезжие, которые в Якутии приезжают. Мы тоже там общаемся со многими людьми. Есть такой какой-то такой вайб, Мгм. и мы достаточно конкурентоспособны на весь мир, не то что Россия, а по миру. Мгм. Вот это Валера, мое мнение. я думаю, что ваш, да, Ян Хоплис, да, которого вы продвигаете, обязательно достигнет мирового уровня, будут все слушать прямо, мы будем болеть за это. Большое спасибо за Да, подключение. да, Мгм. спасибо. Спасибо. Ну что ж, а без музыки намеру смерть не красна, а без музыки не хочется пропадать. С прошлого года работает национальный проект «Культура», благодаря которой уже вовсю вводят в свои силы культурные центры в разных населениях, да, и также молодые артисты имеют возможность поступить в свои желаемые высшие учреждения учебные. С прошлого года на территории Республики Саха-Якутия проводится мероприятие национального проекта культуры, и учреждения культуры получили большую поддержку и хорошее оснащение по материально-технической базе. Реализуется 3 региональных проекта в рамках нацпроекта, который называется «Культурная среда, творческие люди и цифровая культура». В рамках проекта «Культурная среда» было завершено строительство 2 домов культуры. В прошлом году оснащение получили 9 образовательных учреждений, это 8 детских школ искусств и музыкальный колледж республики. Появилась у нас одна муниципальная библиотека по модельному стандарту в поселке Беркакит Нерюнгринского района. В этом году у нас уже 7 модельных библиотек появляется. Была проведена модернизация 4 кинозалов с современным оборудованием. В этом году финансирование по федеральной программе было слегка уменьшено, и у нас только один кинозал получил федеральное финансирование на свою модернизацию, кинозал города Ленска. А также проводится работа по повышению квалификации работников культуры, сотрудников наших учреждений культуры.
В прошлом году у нас было 155 слушателей, которые смогли повысить свою квалификацию. Работа в этом направлении продолжается также в этом году. Большой масштаб у нас принимает волонтерское движение. В прошлом году было зарегистрировано 66 человек в качестве волонтеров культуры. В этом году уже свыше 350 человек. И акции этого направления принимают очень такие масштабные, значительные формы. Призываем всех желающих стать волонтерами культуры присоединяться. Да, те, кто желает, обязательно станьте волонтерами, да, пройдите на сайт добро.ру. Что ж, действительно, национальный проект «Культура» — это очень полезное направление, да, благодаря которой на самом деле мы можем лицезреть и доступнее стало лицезреть новых молодых артистов. И для молодых самих артистов это, конечно же, отличная площадка для того, чтобы больше и больше развиваться. Что ж, мы идем дальше, и мы хотели бы вам представить нашу вторую гостью. Виктория Викторовна Шапранова. Она является оперной певицей, которая находится и проживает в Италии. Виктория, доброе утро. Доброе утро. Как у вас настроение? Настроение прекрасное. Скажите, пожалуйста, сколько времени сейчас в Италии? Сейчас у нас 1 час ночи. Ну, прям мы сегодня связываемся только с той стороной, с Западом. Ну что ж, расскажите о том, как вы переехали в Италию, когда это было, первые ваши ощущения. Переехала я в Италию 6 лет назад. Вот, первые ощущения были, конечно, немножко неожиданные для меня, потому что было все новое. Новая страна, это был мой первый выезд за границу. Вообще я приехала сюда на мастер-классы, и получилось так, что я потом здесь вот задержалась. Было все новое для меня. Во-первых, язык, страна и все ощущения были, конечно, все новое. Вот так. Ну вот, как вы осваивались, как вы проживали вот именно технически, можно сказать, в общежитии, снимали квартиру, с кем знакомились, общались, как все было? Я, конечно, снимала квартиру здесь, вот, что было тоже нелегко вот, сделать, потому что вся эта контрактная система здесь немножко все по-другому, не так, как у нас в России. Вот, и без знания языка, конечно, было немного сложновато. И первый год проходил очень, так сказать, тяжело, потому что все другое, привыкаешь абсолютно, все нужно очень быстро схватывать. И казалось первый год, что я никогда не выучу этот язык и никогда не пойму, о чем они говорят. Вот. Конечно, они все очень доброжелательные люди, и тебе идут только навстречу, пытаются объяснить все как-то жестами и какими-то еще. Вот. Но все было очень тяжело первый год. Потом потихонечку я, конечно, втянулась. А сколько уже вы проживаете в Италии? Что? В Италии сколько проживаете? 6 лет уже живу 6 в Италии. Ну что ж, вы уже, наверное, свыклись, да? Какие же итальянцы темпераментом? Расскажите немного и вообще о стране в общем. Конечно, вообще страна замечательная, прекрасная, красивая. Италия — это та страна, куда Бог кинул вот буквально все. Море, солнце, горы, снег. То есть, ну, все в одном месте. Очень колоритная страна. Итальянцы сами по себе люди очень добрые, отзывчивые, открытые и тоже, конечно, очень колоритные, темпераментные. Все это у них люди праздник, можно так сказать. Вот. Они не задумываются о проблемах, ни о чем. У них всегда какое-то веселье происходит в жизни. Вот. То есть народ очень темпераментный, очень веселый. Вот. Виктория, расскажи. И очень добрый, конечно. Ага. Вот ты являешься оперной певицей, да? Где можно тебя послушать? Какие-то концерты, возможно, ожидаются, гастроли и тому прочее? Да, сейчас, конечно, все очень сложно в плане вот этого ковида, который произошел, этой пандемии.
Вот. Но, тем не менее, мы сейчас потихонечку начинаем восстанавливаться. Вот уже 2 концерта я спела, то есть концерты такие небольшие, потому Мгм. что рассчитаны только на соло и какой-то инструмент, потому что в связи с этим пандемией нельзя делать больших, то есть сборищ, так сказать. Мгм. Вот. И поэтому мы делаем сейчас только с органом. Вот у меня прошло 2 концерта. Можно послушать здесь, в Италии, либо в Швейцарии. Вот у меня бывают концерты здесь, в Италии, и еще в соседней стране Швейцарии. Сейчас пока вот ожидаются ближайшие в октябре здесь, в Италии, опять, и в сентябре будут еще концерты. Пока только орган и соло. Мгм. Вот так. Хорошо. Вот. А потом в дальнейшем, конечно, у нас планируются и спектакли. Дай бог, чтобы все это состоялось, потому что все в ожидании второй волны, естественно. Ну да, действительно, Вот, это очень да. удивительно, и мы очень горды за вас, на самом деле, в то, что наша якутянка, да, в Италии покоряет сцены Италии, Швейцарии, Европы в общем, да. Обязательно, я думаю, что наши жители республики будут следить за вашими успехами. Что ж, и напоследок мы хотели бы немножечко узнать, как вы проживаете, сколько стоят квартиры или аренда, продукты, вот в этом плане. Аренда, конечно, не дешевая здесь, Мгм. как бы, в зависимости, самое, наверное, вот недорогое жилье от 400 евро. Мгм. Вот, Мгм. ну, мы как бы с мужем купили свое жилье, и поэтому вообще цены, конечно, на жилье приобретение очень высокие. Мгм. Вот, в плане жизни, по меркам здешних зарплат, в принципе, продукты и остальное можно себе позволить. То есть, если ты получаешь в среднем среднюю зарплату, Мгм. допустим, можно и снимать жилье, либо жить в своем жилье, и также Мгм. ходить за продуктами, тебе этого хватает, еще хватит на отпуск, так Хорошо. сказать. И напоследок можете передать кому-нибудь привет. Конечно, в первую очередь хочу передать привет своим родителям, Мгм. вот, своему брату и всем моим родным, племянникам, невесткам, так сказать. И, конечно же, хочу передать привет моим учителям дорогим, которые дали мне основную базу и воспитали из меня вот такого человека, каким я являюсь. Мгм. Вот. Всем Виктория. огромный привет моим землякам, Мгм. моему родному городу Якутску. Вот. И жду скорой встречи. Надеюсь, когда-нибудь я спою и в нашем Якутске. Вот. Отлично, обязательно Всем дайте знать, огромный когда привет приедете. от меня. Виктория, Те, кто большое меня спасибо за знает. подключение. Успехов вам в вашем поприще. Что ж, мы идем Спасибо. дальше, и у нас ожидается гость программы, можно сказать. Давайте посмотрим сперва, какими же видео он стал популярен. В этом мире я гость непрошенный, отовсюду здесь свет, холодам, не потерянный, но запрошенный. Я один на один с городом, среди полос и предательства, и суда расправу скорого. Есть особые обстоятельства. Я люблю тебя, это здорово. Что ж, и у нас в третьем подключении замечательный молодой артист Максим Субачев, который стал популярен после участия в шоу «Голос», 8-й, да, по-моему, поток. Это был
Молодой человек, который сперва поступил в университет, но решил связать свою жизнь с музыкой. Максим Субачев. Доброе утро. Доброе утро. Сразу маленькую ремарочку скажу. Ой, нет, Мгм. я себя слышу на самом деле выше так. Ага. Фамилия моя Субачев. Субачев. Начнем с этого. Ага, извини, пожалуйста. Доброе утро, ребят, Субачев. все нормально. Ага. Как у тебя настроение? Да, кайфово. Если честно, у нас тут час ночи Час в ночи. Москве. Тоже Москва. Да, Мгм. да. Ну что ж, расскажи, как все начиналось, да? Вот момент твоего перерождения в музыканта. Расскажи, как все это было? Началось все с того, что я как-то решил создать бэнд, создать группу, когда был еще очень маленький. Ну, это было сразу после того, как я стал надоедать маме с тем, что «Мам, я хочу научиться играть на скрипке, что-то такое». Ага. Вот, я всегда пел, мне всегда нравилось петь, и как-то меня занесло в Дом культуры, мы решили там создать бэнд с одним моим знакомым. И в итоге меня как-то вписали в коллектив с девочками, в один коллектив с девочками. Мы часто играли, Мгм. ну, как часто репетировали, это было, может быть, на протяжении 2-3 лет. Просто музыка всегда была со мной, однако я занимался Мгм. учебой, другими делами. То есть Ага. то, что привлекало, то, что также привлекало мое внимание, такие предметы, как история, изучение Мгм. других языков, Вот, иностранных Максим, конкретно. немножко расскажи о себе для тех, кто не знает о тебе, допустим, да? Откуда ты родом? Расскажи об этом. Я из города Челябинск. То есть Мгм. Челябинская область, город Коркино, поселок Роза. Мгм. Я оттуда. Ага. Вот, ну, а... Всегда любил заниматься музыкой. Да-да-да. Мгм. Ага, получается, поехал в Всегда- Москву, да, на обучение? Да, я очень сильно хотел поступить в МГУ, и мне на самом деле это удалось поступить на бюджет, Мгм. прям на бюджет. Я сдал Ага. историю не на плохие баллы. Вот, порядка 96 баллов, если не ошибаюсь, у меня Ну, это было. И прям мне удалось очень поступить на высоко, бюджет да. на исторический факультет в МГУ. Мгм. Вот, и как-то у меня получилось так, что я в Москве остался, и вот на втором курсе меня отчислили в связи с тем, что я немного подзабил на учебу во втором курсе. Мгм. Вот. Если честно, я просто решил взять, изменить свою жизнь, как-то в какую-то совершенно другую плоскость уйти. Я свалил в Англию на 1,5 месяца, Мгм. даже не сказав никому об этом. Я звоню по фейстайму маме, говорю: «Мам, привет, смотри, какие тут номера». Она такая: «Ты где?» Я такой: «В Англии». «Что?» Мгм. Серьезно. Ага. Вот. И Что как-то ж, получилось так, и... что меня, соответственно, отчислили. Ну да. Ну, ничего страшного, мне кажется, на самом деле ты уже адаптировался и уже стал полноценным музыкантом, и уже совсем не думаешь о другом образовании. Смотри, а что тебе дает соцсети, скажи, как для артиста? М, Во-первых, общение с теми людьми, кому интересно мое творчество. Мгм. Я, ну, есть такое понятие, как, как директ в Мгм. Инстаграме. Очень много пишут, отзывов, комментариев. В целом людям нравится твое творчество, они, какие-то комплименты постоянно откидывают, и понимаешь, что ты делаешь что-то, что нравится другим, что приносит кому-то удовольствие. И вот, и сразу как-то ловишь от этого кайф. Касаемо Мгм. соцсетей, я думаю, это очень сильно продвигает тебя, тем более в нынешних условиях ковида. Что-то Мгм. я зачистил с кавычками. Мгм. Вот. Потому что сейчас весь мир отходит от оффлайн в Ну такой да. онлайн формат. Мгм. Вот, Вот. и мы бы хотели спросить у тебя о шоу «Голос», да, вот как туда попасть, как туда ты попал лично и как все это было? На самом деле, может быть, это именно та самая история, которую я прям начал буквально недавно. Вот прям только что начал говорить. Дело в том, что да, меня отчислили с универа, и 2,5 года я просто скитался, не знал, чем себя занять, хотя всегда Мгм. занимался музыкой, мне это нравилось. И буквально год назад, около 1,5 лет назад, в апреле 2019 года, я вышел на улицу и стал играть. Мгм. Вот, у меня стали появляться знакомые, друзья, и вот, и как-то мы с одним своим знакомым э, решили принять участие в «Голосе». Мы прошли вместе. Ну и Круто. как-то так получилось, что меня выбрали, и я попал в команду к Шнуру, Мгм. Сергею Шнурову. И как же у него в команде быть? На самом деле, бесподобно, отпадно. Мы вместе проводили время, то есть это не совсем было как наставничество в плане Мгм. там так
здесь вот спой вот такую нотку, здесь вот Ага, такую. ага. Тут больше как прямое общение, прямой контакт с человеком. Большая мотивация. Ты находишься с таким человеком, с такой легендарной громоздкой личностью. Как же он как Ну, в человек? целом, как бы, на. Еще Вот раз. какой он как человек? Шнур. Да кайфовый, я не знаю. Ну, то есть это очень открытый человек. Это человек, ну, я не знаю, человек с большой буквы. Человек, который, ну, просто своим присутствием уже как-то наполняет всю энергетикой атмосферу. То есть он такой вот прям, то есть в точку. Я даже не знаю, как описать этого человека, просто я в восторге от него. Мгм. Вот, это очень сильно мотивирует, как я и сказал. То есть очень много полезной информации можно копнуть оттуда. Вот. И Оттуда, с тобой из этой мы глыбы. хотели бы поговорить на тему каверов, да, это сейчас какое-то новое направление идет, перерождение даже, можно сказать, скорее всего, да? Как ты относишься к каверам вообще, как нам относиться к такому направлению, как каверы? Перерождение, если конкретизировать вопрос, это вот то, что сейчас вот по радио включают, старые треки, которые, ну, как-то Ну да, которые, да, то вот есть их вообще, допустим, транспонируют в да, и любое по такое. радио, и в соцсетях есть такие направления, как молодые артисты или, может быть, и другие, да, просто перепевают какую-нибудь старую песню, либо какую-то просто артиста другого, скажем так. Я понял. Мгм. Я считаю, что любое произведение искусства, которое написано было прежде, Мгм. может принять совершенно другой облик, либо другой формат, в зависимости от того, как исполняет артист, либо личность, которая решила Мгм. исполнить этот кавер. Вот. Это, это новая жизнь, это новое воплощение, это совершенно другие эмоции, то есть это то, что было прежде написано. Сейчас очень часто по радио играют такие треки, как от Radiohead, Creed, например, и все в таком, например, там, Мгм. нынешней стилистике такой, как Deep House, например, Future House, ну, современного нынешнего стиля. Мгм. Кавера приобретает еще новую популярность. Люди слышат то, что было написано прежде. Мгм. И Ну что ж, я не Максим, знаю, это правильно. большое спасибо тебе за подключение. Я думаю, что с этого момента вся республика уже будет за тебя болеть. И мы думаем, что ты достигнешь больших успехов. Ты очень талантливый молодой человек. Большое спасибо. Спасибо большое. До свидания. Ну что ж, русский блог заканчивает свою работу. На самом деле мне бы хотелось сказать, чтобы музыка, конечно же, сопровождала вас по жизни. На самом деле без музыки, конечно же, не хочется и умирать, и ничего делать. Так что слушайте музыку. Хорошего дня. Всем пока. Ага. Ох, Петя явно так сват ивенде. Петя явно так қабат.